Подходит к концу ремонт обсервационного отделения в Сухумской городской клинической больнице. В ближайшие дни отделение будет готово к приему ковид-больных. Мэр проинспектировал отремонтированные палаты, предложил приобрести мебель, где ее не хватает. Горстрою поручил довести до конца оставшиеся работы, в том числе заменить электропроводку в наружной части, примыкающей к отделению, чтобы в дальнейшем избежать возгораний. Еще учитывая, что крыша все-таки старая, там тоже, наверное, остались какие-то остаточные может быть, провода или что-то еще. Все заменить. Отделение больницы будет принимать ковид-больных с сопутствующими кардиологическими, неврологическими и иными заболеваниями. Продумать, может быть, для того, чтобы была чистая зона, грязная зона, здесь тоже предусмотреть где-то перегородку. Вот так, где люди могли бы переодеваться и так далее. Все равно, если он ковидный больной, но серьезный кардиологический или неврологический, или какие-то другие заболевания, его там в общем ритме не полечишь. Там же надо специализированное лечение. А здесь только у нас специалисты там будут приглашаться сюда, заходить, вести больных. Поэтому нужно будет, что вот эта грязная чистая зона. Просто у нас эти вещи отработаны в инфекционной больнице. Сам механизм, каким образом, где переодеваются, как чистятся, как моются, как выходят, как входят. Я имею в виду медперсонал. Это отделение будет урология курировать в основном, да, урологическое отделение в основном, да. Ну а если понадобится помощь из других отделений тоже, да. Мы будем исходить из конкретной обстановки, да. Мы на вас очень надеемся, на врачей, на санитарок, на другой медперсонал. Вы для нас очень дороги, особенно в такое сложное время. Вот, поэтому просим следить за собой, использовать все меры предосторожности, дезинфицироваться периодически. Вот, тем более, если будут попадать ковид-больные, то ваше здоровье для нас очень важно. Также мэр рассмотрел приемное отделение Сухумской городской клинической больницы и предложил главврачу предусмотреть перенос приемного отделения на время ремонта этого блока. Вы лучше меня знаете, что вот эти двери такие не могут быть в приемном отделении. Они здесь должны быть электронные, открывающиеся, закрывающиеся, значит, они должны быть шире, как положено в больнице. Временно можно перенести приемное отделение, если мы сможем найти возможности для того, чтобы... Тем более приемное отделение здесь работает еще как оказание первой помощи. Далее глава администрации побывал в инфекционной больнице. Лаборатория по забору крови на месте работает с 9 до 11 часов. Очередей нет. Как отмечает лаборант Тамара Хаджиуглы, заявки от лечащего врача не получают с вечера и на следующий день выезжают по месту проживания граждан по Сухуму и Сухумскому району, у которых надо забирать биоматериалы на диагностику. Наша бригада из 4 человек. Мы все 4 выезжаем по всему Сухумскому району. Наша бригада по забору биоматериала именно по крови. Исполняющий обязанности главврача Астамур Гуня рассказал о том, что на данный момент в больнице 35 больных, 5 из которых выписывают, 3 в тяжелом состоянии. Есть больные и с сахарным диабетом. Астамур Гуня отметил, что пока справляются, приглашают врачей разных профилей для помощи. На данный момент у нас 5, которые с сахарным диабетом, тяжелая форма, тяжелое течение сахарного диабета, которое усугубляется еще тем, что мы гормональную терапию проводим, которая необходима при ковиде, как бы основной метод лечения, поэтому усугубляется на фоне этого. Ну, помимо этого, да, оперированные на сердце у нас есть люди с инфарктами, с инсультами лежат. Мы пока справляемся, потому что, вот, например, у нас больная лежит с почечной недостаточностью, тяжелая, которая даже нуждалась в гемодиализе. Ну, как-то мы ее попытались стабилизировать, у нас получилось вроде бы, и вот как бы заведующая гемодиализом, она несколько раз приходила, одевалась, вместе с нами заходила в зону, консультировала. Да, вот когда надо, мы как-то вызываем. В больнице нехватка реаниматологов. Реаниматолога хотелось бы 1-2, у нас как бы полный комплекс уже будет лечения. Мэр интересовался, есть ли возможность подготовить дополнительные койко-места для ковид-больных в связи с тем, что все медучреждения заполнены. И госпиталь, и Гудаутский госпиталь, и здесь у нас практически полное заполнение, да, за исключением сегодня -5, но завтра, послезавтра они же будут восполнены. Есть смысл верхний этаж отвести под дополнительный коечный фонд под ковид.
Ну, на сегодняшний день пока, конечно, справляемся, но мы не знаем, что будет у нас зимой, что будет, я не знаю, после зимы, даже ранней весной. Возможно, количество увеличится, тогда будет иметь смысл. Также исполняющий обязанности главврача инфекционной больницы отметил, что существует нехватка медсестер. Работает 8 медсестер. Если открывать дополнительные места для ковид-больных, то нужно будет еще больше медперсонала. Мэр поручил заместителю Астамурашева и руководителю Горздрава Ирме Воба разобраться и продумать, как решить этот вопрос. Если мы примем решение этот этаж запустить, тогда надо будет командировать сюда дополнительные силы с городской клинической больницы. Также ведется работа по разработке компьютерной базы истории каждого больного, чтобы врач мог владеть полной информацией о лечении пациентов. Элана Какаля, Давид Давицба, пресс-служба администрации города Сухум.